Дарина Файс.
Руслан. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рады вас приветствовать в Московском дворце пионеров на Дне татарской культуры, который проводится в рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом, Москва». Фестиваль ставит перед собой важные и благородные цели: показать богатство и красоту народного творчества, приобщить детей и молодежь к культурному наследию, помочь развитию межкультурного диалога. И сегодня концерт «Москва татарская» ведет заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова. И мои соведущие, лауреаты московских и всероссийских конкурсов, учащиеся группы «Конферанс», студии литературного творчества и художественного слова Московского дворца пионеров Ася Снегирева и Артем Таранов. Организаторами сегодняшнего замечательного праздника являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Департамент образования города Москвы, Московский дворец пионеров, региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия города Москвы». Мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича Сучкова. Добрый день, уважаемые друзья! Вы знаете, мне очень и очень приятно от имени правительства Москвы приветствовать вас здесь, на очередном Дне национальных культур нашего фестиваля. Департамент национальной политики и межрегиональных связей, Департамент образования в прошлом году поддержали инициативу национальных культурных автономий провести вот такой фестиваль. И фестиваль с сентября 2016 года уже шагает по Москве. Фестиваль посвящен 75-летию битвы под Москвой, а также 20-летию принятия закона о национальных культурных автономиях. Мне очень приятно отметить, что сегодня весь зал переполнен, потому что людям интересно смотреть на то, что подготовили наши дети. И я уверен, что сегодняшний день запомнится всем. И еще одно отличие или одна особенность сегодняшнего фестиваля, то, что на данном фестивале присутствует удивительный человек, прекрасный человек, легендарный человек, генерал-полковник Акчурин Расим Сулейманович, который недавно отметил юбилей. Мы еще раз поздравляем его с юбилеем и желаем здоровья, благополучия и добра. Добрый путь, фестиваль! Спасибо большое, Виталий Иванович! В эти дни наша страна отмечает День защитника Отечества. И мы поздравляем всех защитников с этим праздником. На сцену заместителя председателя Совета муфтиев России, руководителя региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарисова Фарита Фарисовича. Нас слышно? İstenmesiz, hürmetli iptaşlar. İstenmesiz, kadirli kan kardeşlerim. Barınızda, Çin gününden selamlı. Ayrıca bizden selamlı hatun kızlarımızın. Я поприветствовал всех присутствующих на втором государствообразующем языке татарском. Татары Москвы, татары России – неотъемлемая часть Российской Федерации. И сегодняшний концерт посвящен тому, что все национальности в Российской Федерации едины. А если мы едины, мы
непобедимы. Я хотел бы поприветствовать на сегодняшнем концерте самый главный почин, который мы взяли, это культурно-национальная автономия города Москвы. А если взять культурно-национальную города Москвы и Подмосковье, то по количеству татары сравнимы в самом Татарстане. Исходя из этого, мы должны держать всегда великолепную марку, давать пример нашему поколению, которое растет. В связи с тем, что наслаждаться настоящим можно, если у тебя есть предсказуемое будущее. Будущего невозможно, если ты не помнишь своего выдающегося прошлого. А выдающееся прошлое на сегодняшний день у татар Москвы ассоциируется с легендарным человеком, настоящим генералом, бессменным руководителем культурно-национальной автономии, президентом культурно-национальной автономии. Это Акчурина Расима Сулеймановича. Я хочу, чтобы вы все поприветствовали. Расим Сулейманович, я прошу вас выйти к нам на сцену, чтобы Москва и страна знала своих героев. На сегодняшний день ему исполнилось 85 лет, но он пример для нашего юного поколения. Он в строю, он каждый день работает по воспитанию нашей молодежи. Не отмечается, а именно работает. И я это утверждаю устами, твердо верю в эту душу, потому что он на сегодняшний день дает еще и мне рекомендации, как и что делать. Я благодарен ему за это. Расим Сулейманович, вам слово для этого, конечно. Вообще, конечно, символично то, что наша встреча началась с марша Советской армии. Наверное, этим подчеркнута была важность Дня защитника Отечества. Мне очень волнительна встреча с вами, с молодежью, с ветеранами особенно. И сегодня, работая в городском совете ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, я скажу, что мы понимаем, что главная задача сегодня – это воспитание молодежи, воспитание патриотов нашей Родины, патриотов Москвы. Ибо будущее нашего государства в руках у вас, дорогие молодежь. Татарская община особенная. И сегодня, наверное, встречаясь на этой сцене, мы все обращаемся к истории татарской общины города Москвы. Это и генерал-лейтенант Чанышев, это и первый заместитель председателя Совета министров Российской Федерации Фихрят Ахмеджанович Табеев, это генерал армии Галеев, это люди, которые несли огромный вклад в развитие нашей Родины. И измерить сегодня то, что они сделали, очень трудно, но сделали они много и внутри страны, и за границей. Мы благодарим национально-культурную автономию, руководителей вот с этим праздником, устроенным для нашей души, для татарской души, широкой души. И Фарид Фарисович правильно тут отметил, вторая национальность, государствообразующая. В Москве проживает много татар. В свое время мы пытались определить, в каких районах больше всего проживает татар. Но сложно это было, но все районы города Москвы, они охвачены.
татарами, проживающими на благо работающими процветания нашей столицы, города-героя Москвы. Добрый путь! Я бы хотел напомнить всем присутствующим в зале, что 1 марта будет тоже юбилей, 60 лет Минниханову Рустаму Нургалиевичу. Мы должны забросать его поздравлениями от Москвы. И он на сегодняшний день прислал нам тоже свое участие в лице Ахтариева Азат Чулпановича, заместителя представителя полномочного представительства Республики Татарстан. Татарстан – неотъемлемая часть России. Ну, для нас, для татар, кто такой Татарстан? Ну, Татарстан, выше него только небо, ярче только звезды, а лучше Татарстана только рай. Похлопаем. Азат Чулпанович. Главное, от скромности не помрем. Хәерле көн, хөрмәтле туганнар, кадерле дуслар, кунаклар, добрый день, дорогие друзья, дорогие родственники, могу сказать, потому что тут собрались люди, которым близка татарская культура, близка вот эта многонациональность Москвы, потому что Москва это и есть в каком-то смысле лицо нашей России. Мы сейчас везде говорим, что Россия это великая держава, это мы говорим уже с полным обоснованием. И вот, посмотрите, в Москве проводится не татарская культура. Вот мне не очень нравится слово «мы» вторая нация. В России все нации первые, наверное, по численности мы, наверное, вторые. Это еще не очень-то понятно это все. Вот представьте себе, в России примерно, по-моему, по 2010 году, 2010 по переписи 196 национальностей проживает. В Татарстане 173. Я не знаю, какие национальности не удосужились там представляться, я думаю, они все есть у нас. И поэтому наша культура, российская культура, она велика, она разнообразна, она неохватна. И то, что делает департамент, правительство Москвы, именно в области вот... Ведь этот праздник национальный, он не только для татар, он для всех. Мы таким образом обогащаемся, мы показываем себя, мы видим других. Любые культуры, ни одна культура, которая народа, живущего в России, она не ниже, не выше других. Это и есть та мозаика, из которого складывается вот это великолепное панно, великолепное многоцветие. И то, что делается, это вот сегодня обещают, молодежь будут те люди, которые вот эту культуру дальше несут. И вот я хотел бы в связи с этим перейти уже к Расиму Сулеймановичу. Вы знаете, есть татары сибирские, есть астраханские, нижегородские, пермские и так далее, так далее. А в Москве они представлены одновременно все сразу. Вот Расим Сулейманович стоял у истоков объединения вот этих разных, я не скажу разных татар, приехавшись из разных частей, вот он сумел их всех объединить, и у нашей уже национальная культурная автономия успешно работает много-много лет. И является, вот тут есть представители, скажут, ну, наверное, лидером, одним из лидеров в области сохранения татарской культуры. Расим Сулейманович очень хорошо знают в Татарстане, я вот точно скажу, вот я не всех знал, приехав сюда в Москву, но Расим Сулейманович у всех был на устах уже. Это тот человек, как три источника, три основных частей татарской культуры. Поэтому мы его уже поздравляли с юбилеем, мы это делаем с удовольствием каждый день. Здоровья Расима Сулеймановича, его мудрые мысли, его мудрые слова и вот то желание внести вклад дальнейшее развитие татарской культуры, вообще культуры, работа с ветеранами заслуживает только, ну скажем, такой гордости за нас. Это великий сын татарского народа, великий патриот России и вообще хороший человек. Рахмат. Спасибо. Кунак ул Алланың бүләге.
Һәм без кунакларыбызга яхшы шартлар тудырырга тиеш. Кость – это подарок Всевышнего, поэтому мы должны сделать все, чтобы гостю было хорошо. Это слова Рушан Хазрада, который присутствует в зале, и он должен был по регламенту выступать первым, но он сказал, гостям мы должны предоставлять слово в первую очередь. Также на сцену я приглашаю Хусаинова Анвар Умаровича, бессменного руководителя культурной татарского культурного центра, бессменный руководитель. Я хотел бы, чтобы мы поприветствовали. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim, hürmetli konaklar. Sizni chin ko'ngildan ham Alloh taolaga yaqin bo'lgan eng ezgi islom sani bilan salomlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Дорогие гости, уважаемые друзья, я рад вас искренне приветствовать и с большой радостью передаю вам слова приветствия от имени духовного лидера мусульман России, председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Гайнуддина, который также искренне поздравляет нас с этим фестивалем. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Я Йоханнас, инна халакнакум мин закари ва унса, ва джаальнакум шуубан ва кабали литаафу, инна акрамакум индаллахи аткакум». О люди, поистине я сотворил вас из мужчин и женщин и сделал вас разными народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга. И, наверное, доказательством этих прекрасных слов мы с вами сегодня являемся свидетелями и участниками столь важного мероприятия в нашей многонациональной и многорелигиозной Москве. Москва всегда славилась своим многообразием, а каждый народ это является уникальным цветком, а все мы красивым, богатым букетом. И сегодня для нас важно, как было уже отмечено, рассказывать и познавать о культуре и традиции наших уникальных народов. И, наверное, наша страна является уникальной, так как сегодня мы вместе на протяжении многих столетий живем в мире и согласии. А доказательством всему этому является то, что у нас не было конфликтов и войн на религиозной почве. И сегодня наша миссия, безусловно, донести нашему будущему поколению эту уникальность. И, безусловно, поделиться ей с теми странами, которые сегодня не могут совладать с таким понятием, как добрососедство. У каждого народа есть уникальные люди. И сегодня с большим удовольствием мы хотим также поздравить юбиляра, который отметил свое 85-летие, уважаемого нашего Расима Абы Акчурина, Расима Сулеймановича, который внес, безусловно, очень большой вклад для сохранения татарской идентичности, а также развития межнациональных отношений в нашей стране. И по поручению муфтия шейха Равиля Гайнуддина я с большим удовольствием хочу вручить очень высокий почетный орден. Этим орденом заслужились быть и получить его не каждый. Но вот Расим Сулейманович, безусловно, внес свой великий вклад, и я под ваши бурные аплодисменты хочу вручить орден за заслуги, за большой вклад в развитие татарской культуры и межнациональных и религиозных связей.